Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, альхамдулиллах. Ассаляту вассаляму аля расулиллях. Судный день. Аль-хисаб, расчет, валь-джаза и воздаяние. Мы с вами продолжаем изучать, как Всевышний будет увеличивать награду за наши дела, за благие дела, но в то же время Аллах оставит неизменными воздаяния за наши грехи, а может их и простить. Многим многое и прощает. Еще одно проявление, и в этом мы видим милость Всевышнего Аллаха. Еще одно проявление милости Аллаха к нам, когда верующий, мы видим эту милость, когда верующий, он делает намерение, нет, собирается сделать какое-либо благодеяние. Человек решил дать садака, человек решил встать на тахаджуд, человек решил проведать своего брата, своих родителей. Он сделал намерение. То есть это не какой-то там отдельный акт, да, когда там он садится, говорит, произносит какие-то слова. Просто он сердцем решил, у него появилось желание, и он решил это желание исполнить. Но по какой-то причине он не смог это сделать. И вот здесь милость Аллаха такова, что он получит награду такую, как будто он это дело сделал. То есть он оставил свой дом, сел на коня, в машину, поехал куда-то, нашел его, увидел его, поздоровался с ним, поговорил с ним, проведал его и вернулся обратно. На самом деле он туда не ездил, но он хотел туда поехать. Но у него что-то случилось, машина сломалась. То есть, если бы не появилась эта причина, эта преграда, он бы это сделал. Поэтому вот здесь милость Аллаха. Он получит эту награду. Поэтому мусульманин, когда ставит себе какие-то цели, ученые говорят, нужно ставить эти цели. То есть, я хочу там, построить в жизни мечеть, я хочу там, выучить Коран, я хочу закончить мадресе, я хочу сделать то-то, то-то на пути Аллаха. И он должен стремиться к этому. Он должен создавать причины. То есть, если человек там сделал намерение стать ученым, а спит дольше всех, кушает дольше всех, учится, трудится меньше всех, он ученым не станет. Поэтому он должен создавать причины. Но даже если он не дойдет до этой цели и умрет, как скажем, на этом пути, иншаллах, он получит награду Аллаха. Потому что это милость Аллаха. Вот это правило, которое касается наших намерений в совершении благих дел. А что касается намерений, желаний совершать дурные дела, то есть человек поддался шайтану, наущением шайтана и вознамерился совершить какое-то дурное дело. Например, он там решил, что он пойдет туда-то и похитит чье-то имущество. Но он пришел в себя, он покаялся и не пошел туда. Вот здесь какое правило действует? Тоже, что касается благих дел. То есть, если ты сделал ният железный, я совершу это, но не смог совершить. Ангелы пишут, он это совершил. Все, он это совершил. Например, хотел на джамагат намаз пойти, заболел. Но у него есть намерение было, но он не смог. Ангелы пишут, он пошел на джамагат намаз и совершил этот намаз. А что касается грехов? То есть он хотел пойти на воровство греховное, но опомнился, пришел в себя, покаялся. Ангелы также напишут, нет, он пошел, было же нет. Все, он пошел, он украл эту вещь, похитил. Нет. Вот здесь уже, там
Аллах милостивый, а здесь Аллах справедливый. То есть, да, Он милостивый и справедливый. И не только Ему не запишется эти дела, Он еще за таубе, за покаяние может получить еще награду. Вот поэтому во всем милость Аллаха. Хадис. Ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас, рады Аллаху анхума, пусть Аллах будет доволен и им, его отцом, передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Аллах предопределил как благие, так и скверные дела, которые будут совершать люди. После чего разъяснил это, то есть разъяснил, как это все будет происходить. Тому, кто решил совершить благое дело, то есть у него есть намерение, ният, совершить благое дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя совершение целого благого дела. То есть он не смог совершить, но Аллах запишет так, что он это все совершил. Если человек решит совершить благое дело и совершит его, то есть первый случай, он сделал намерение, но не смог совершить. То есть за это он получит одну награду. То есть он сделал одно благое дело. А если человек сделал намерение совершить благодеяние и совершит его, Аллах запишет ему у себя совершение благих дел от скольки? От 10 до 700 раз. То есть милость Аллаха. Милость Аллаха. Вот это правило, которое касается намерений в благих делах и совершения этих дел. То есть ты сделал намерение, не совершил, не смог совершить. Ангел пишет, он это совершил, это дело, одно дело. А если ты это совершил все-таки, то здесь Аллах запишет тебе минимум в 10 раз больше, чем ты совершил. И в зависимости от чистоты твоей искренности, твоих намерений, от тех усердий, потому что благое дело требует от нас сил, времени, здоровья, сабра, терпения и так далее, в зависимости от этого ты можешь получить в 700 раз больше. 700 раз больше. Вот это касается благих дел. Так ведь? А тому, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя, тому, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя совершение целого благого дела. То есть за то, что он не совершил это, он еще награду получит, иншаллах. А если он решит совершить дурное дело и все-таки совершит его, то есть не покаялся, не остановился, все, он это сделал, Аллах запишет ему одно дурное дело. Вот здесь Аллах справедливый. Он лишнего никому не дает. Там сплошные бонусы. Ты даже это дело не делал, этого не совершал. Ты получил, как будто ты это совершил. Если ты на самом деле это совершил, от 10 до 700 раз ты получишь больше награду. А если ты сделал намерение совершить дурное дело, остановился, за то, что ты остановился, ты получаешь награду. Если ты вознамерился совершить дурное дело и все-таки совершил его, тебе запишется грех одного дурного дела. То есть, согласно тому делу, соразмерно тому, что ты совершил. Этот хадис в сборнике имама Аль-Бухари. Вот поэтому, дорогие братья, вот здесь мы видим и милость Аллаха, и в то же время мы видим справедливость Аллаха. Справедливость Аллаха. Также следующий момент. В судный день, когда мы во время расчета и воздаяния увидим милость Аллаха к его рабам, то, что Аллах заменяет наши дурные дела, то есть наши грехи, на благие дела. То есть, по милости своей Аллах Гафурур Рахим, вот это два атрибута, они очень часто приходят вместе. То есть Аллах прощающий и милостивый. Прощающий
и милостивый. То есть Аллах прощает твой грех, и не только прощает, Он еще говорит, запишите ему, как будто он вместо дурного дела, которое Аллах простил, он же это совершал, да? Аллах еще скажет, запишите ему благое дело. То есть в итоге получается, Аллах не только прощает, то есть прощает это когда у тебя дурного дела просто, оно стирается. Ангелы просто стирают. Все, из памяти, с протокола все вынимают, убирают, как будто этих дел не было. Как будто ты их не совершал. Нет, это еще не все. То есть Аллах прощает, а еще приказывает ангелам, запишите ему вместо этого дурного дела, прощенного, еще благое дело. В итоге появляется вместо дурного, то есть это получается, Аллах заменяет дурные дела на благие. И хадис Абу Зар передал, радийаллаху ан, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине я знаю того человека, кто самым последним войдет в рай из всех обитателей рая. То есть, получается, это самый-самый-самый такой последний, самый грешный мусульманин. Так ведь? Это, получается, самый худший мусульманин, который, вот, ну, он обладатель рая. Так ведь? Альхамдулилля. Из обитателей огня, кто последним выйдет оттуда. То есть мы знаем, что если в сердце человека был иман, таухид, единобожие, даже если он будет какое-то время пребывать в аду, Аллах будет наказывать его за его грехи, когда-нибудь Аллах прощает его, и этот обитатель огня, он переходит в рай. И вот это последний, кто выйдет из ада. Это будет человек, которого приведут в судный день, и будет сказано, покажите ему его малые грехи. Небольшие, а малые грехи. Потом ему будет сказано, ты делал тогда-то то-то и то-то и то-то. То есть будут ему показывать каждый его маленький грех. Небольшие, малый грех. И он будет говорить, да, о Аллах, да, я это все делал. И он не сможет отрицать ни одно из этих дел. При этом он будет смотреть свои малые грехи и будет думать о чем? О больших грехах. То есть это малые грехи. То, что Аллах, ангелы ему сейчас показывают и перечисляют, и то, что он сейчас признает, это же его малые грехи. Но он же знает, что у него-то еще помимо этих большие грехи. Он сам отвечает, но сам думает. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, он сам опасается, что сейчас перейдут на его большие грехи и покажут его большие грехи. Тогда будет сказано ему, тебе взамен каждого скверного дела будет благое. То есть вот то, что он сейчас признал, Аллах говорит, я тебя прощаю, и за каждое твое скверное дело запишется благое дело. Тогда этот человек скажет, о мой Господь, так я делал некоторые вещи, которых здесь не вижу. То есть он уже сам скажет, о Аллах, а где мои грехи-то? Тут же не все. И Абу Зар, который рассказал нам этот хадис, я, говорит, видел, когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это предложение, то есть он же начал как бы возникать, да, о Аллах, мне же это не все грехи, у меня же еще есть другие. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, так засмеялся, что мы увидели его коренные зубы. То есть, это положение рабов в судный день, да, это милость Аллаха. Аллах сказал, все твои скверные дела мы заменим тебе благими. Этот хадис в сборниках имама Муслима. И, иншаллах, в следующей лекции мы начнем говорить про свидетелей в судный день против неверующих и лицемеров. В этом тоже мы увидим милость Всевышнего Аллаха и Его справедливость. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.